Решил записать это видео, так как я столкнулся с одной проблемой в программе Pro Producer, а решение этой задачи в интернете не нашел. С этой проблемой встречаются те, кто хотел бы написать текст, отличный от русского языка в Pro Producer. Как вам известно, программа Pro Producer не признает шрифты, кроме кириллицы и английского шрифта. Во всяком случае, казахский язык Pro Producer не понимает. При наборе специфических букв казахского шрифта в окне программы вместо букв появляются вопросительные знаки. Скажем, вот, если набирать так, вот здесь вот сейчас на казахский раскладку, и вот что у меня получается. В интернете на многих форумах советуют написать текст на казахском языке в программе Photoshop и потом ставить этот рисованный текст в Pro Producer. Я пробовал так сделать, но в таком варианте нет возможности применять различные эффекты для текста. Так вот, я эту проблему решил при помощи программы Font Creator, которая как раз предназначена для редактирования шрифтов в операционной системе. Вот такая программа. И хочу показать, как можно сделать, чтобы в Pro Producer можно было писать тексты другими шрифтами. В моем случае были проблемы с некоторыми буквами казахского языка. Для этого я предварительно скопировал один из шрифтов, который находится в папке по адресу диск с Windows Font на рабочий стол. В Photoshop написал буквы и сохранил в прозрачной основе. Далее нужно запустить, соответственно, программу Font Creator и открыть скопированный шрифт в саму программу. Открыть. И здесь я на рабочем столе сохранил. Вот, допустим, я сделал именно вот с этим шрифтом, занимался. Вот, я заменил здесь вот английские буквы, английские раскладки. Я заменил, здесь была буква Е, я заменил на букву А казахского алфавита. Здесь была буква К, и я заменил его на букву Х. И так далее. Так, вот здесь вот буква В. Это можно сделать следующим образом. Сейчас я открою другой шрифт. Так, выберу вот этот вот так. И вот здесь вот из английских букв, вот здесь я тоже заменил букву К. В общем, здесь можно сделать как так. Выбираю букву. Здесь была буква К. Я ее удалил. Далее здесь вот импорт изображения. Выбрал букву К. Здесь вот есть такая кнопочка «Генерировать». Программа сама генерирует эту букву, но здесь немножко надо будет вот подправить. Это если буква заглавная, то верх буквы надо подвести вот к
этому краю, вот к этой линии. Вот она. Так. Вот так вот. И вот правая сторона по этой линии должна быть. И вот что получается. Также вот здесь букву, ну, давайте возьмем вот английское N, удалить, импорт изображения. И я возьму здесь букву вот такую вот. Опять же вот нажимаю на генерировать, программа сама генерирует. И это заглавная буква, поэтому мы его берем вот так вот, тащим до верхней границы, а здесь вот эту линейку немножко подводим к правому краю буквы, вот так вот. И все, вот получается буква N. И в итоге у меня получилось следующее. Вот прошел продюсер. Если до этого, значит, появлялись вот такие вопросительные знаки, то теперь вот я, выбрав шрифт, который я редактировал, КЗ Балтика, если я набираю при наборе я должен, чтобы написать букву казахского алфавита, я должен переключиться на английскую раскладку. И здесь вот заранее я уже запомнил, какую клавишу, на какую клавишу я написал соответствующую букву на казахском. Вот К английская. Вот она. Так. Далее, допустим, наберу я букву на английской раскладке букву О. Если я О, то у меня получается буква Э. Вот таким образом. Но здесь вот, если вам видно, вот здесь вот все равно пишется буква, которая назначена на клавиатуре, буква О. А вот в этом окне записывается буква Э или К. Вот таким образом можно в этой программе поменять буквы выбрав, соответственно, один из шрифтов, которые вы редко используете. Здесь открытие в этой программе, и вот в английской раскладке, английские буквы, заменить заранее вот на фотошопе нарисованную букву на прозрачной основе. И это совсем не сложно. Я думаю, это будет лучше, чем писать текст, целый текст в фотошопе, а потом его вставлять в слайд. Это там никакие эффекты для текста невозможно применить. А тут все эти функции при применении эффектов можно с легкостью применять. И вот это вот один из этих, вот я написал на казахском «Өте араш». Это очень большое дерево на казахском языке. Ну вот и все. Будут вопросы, пишите в комментариях.